Я хочу сказать несколько слов о нашем друге, вечная ему память, Израиле Тотоньты. Этот парень, журналист, спортивный комментатор, обозреватель, человек очень большой души, в Абхазию приезжал еще с той поры, когда организовывалась Айтгалара, Кавказская конфедерация. Во время войны бывал здесь часто, после войны. И один раз, когда мы с ним встретились после войны, я ему сказал: слушай, вот ищу газеты, говорю, Горской республики. Он говорит, что только я не сделал для братьев абхазов. Через 2 месяца ЭСМА, я 15 лет эти газеты искал. Он приезжает, 2 подшивки, «Горская жизнь» и газета Горской республики. Это, говорит, вам подарок от братьев Осетин. У нас хранится этот дар, бесценный дар, я бы сказал, в институте. И вот как бы память о нем, я иногда листаю страницы и часто вспоминаю ему, вечная ему память. Из всех народов, населяющих Кавказ, осетины относятся, ну, это известно, конечно, к ираноязычной группе. Но что хочется подчеркнуть особо, что в культуре, в этикете, в танцах, в песнях, вот то, что я по жизни знаю, они несут больше кавказскую культуру, чем многие другие народы. Культура у них, конечно, кавказская, хотя народ, ираноязычный народ, но даже антропологически, зачастую их нельзя отличить осетина от абхаза, абхаз от осетина, других народов Кавказа. Антропологически, в культурно-этнологическом отношении, они, конечно, по культуре кавказцы и очень близки нам. Я хочу просто уйти чуть-чуть в другую область, сейчас вы поймете меня. Мне 1,5 года. Я нахожусь на руднике в Туркестане, отец там работает геологом. И вот самое яркое воспоминание, раннее детство. Я когда об этом матери сказал, она говорит, как ты это можешь помнить, тебе 1,5 года было. У нас на роднике скрывался дядя Сережа, я по сей день помню, осетин, среднего роста, стройный, в наркомовской шапке. И они с отцом общались, он, оказывается, скрывался от властей, у отца находился. И он каждый вечер сажал меня на колени и говорит, Руслан, а дети ж капризные, он говорит, а как абхазцы пьют чай с сухарями? А я его вот помню прекрасно, вот так окунаю, и торжественно вот так пью, и запиваю чай. Он говорит, вот видишь, молодцы, говорит, вот ты настоящий абхазец. И когда я это рассказал, мать, неужели ты это помнишь? Я говорю, помню. А дальше что было? Дальше, говорит, когда его судаки нашли, как отец очень расчувствовался, помог ему в дальнейшем и так далее. Вот с той поры, это когда было, я очень хорошо знаю осетин. И где бы я ни встречался с ними, всегда, когда, кто вы помнил, ну я говорю, абхаз, говорит, мы так близки друг к другу, мы так близки друг к другу. А это же меня заинтересовало, и в дальнейшем, уже даже не за своей работы, я просто начал для себя изучать быт осетин, их традиции, культуру, и настолько был поражен уже, когда в зрелом возрасте, что они очень тождественны друг другу. Не только абхазам, но и кавказскому этносу. Очень теплые воспоминания у меня остались о моих друзьях, кого нету, вечная память, это Тимур Джусойты, Марат Бурнацты, Гаштан Бестаев, вот жив, дай Бог ему здоровья. Мои юго-осетинские друзья, могу сказать, даже братья, Дима Медоев. Вот Дима мне такую интересную вещь рассказал. Когда в 18 году грузины в очередной раз совершили агрессию против осетин южных и абхазов,
абхазы прислали помощь. Люди пошли помогать туда, в Южную Осетию. А в 1992 году, буквально в начале августе месяца, ну, Дима часто приезжал в Абхазию к нам с ребятами, он очень нам здорово помог. И он говорит: ребята, у вас буквально скоро начнется война. Ну, они грузинский язык знают, все. Я, говорит, пришлю ребят, говорит, группа, которая она прошла, говорит, очень подготовленная группа. Началась война. И вот смотрите, об этом у нас тоже очень мало говорят. Командир полка был, по сей день помню. Вот они через горы из Южной Осетии 4 суток шли с полным боезапасом, 40-50 килограмм. Пришли без отдыха, говорят: где, говорит, противник? И они первые взяли Мамзыщу. 3 здесь погибли, вечная им память. И эти вещи, это говорят об общности крови, об общности духа, о происхождении. Например, я когда говорю это и рассказываю, немногие это знают, кстати. Эти люди были без рекламы, понимаете? Люди, которые знали, что надо делать, как делать и зачем делать. Если мы уйдем чуть-чуть немного в сторону, вот я хочу, наизусть тоже знаю, но хочу вот слова Коста Хитогурова, да, за честь. Очень тяжелой судьбы человек был, но этот человек столько света принес не только осетинам, но и всему Кавказу. И вот он говорит так: я счастья не знал, но я готов свободу, которой я привык, как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу он мог когда-нибудь к свободе проложить. Если мы возьмем вот такой вот интересный факт, ну, от многих я слышал людей, вот у нас, абхазов, что абхазы и осетины часто друг друга понимали с полуслова. Вот этот вопрос, и те, и другие удивлялись, почему у нас такое отношение. И вот здесь одну легенду, она известна у нас, но с вариациями. Один осетинский врач, который 18 лет прожил в Абхазии, Калага, я, говорит, задавал себе часто вопрос, почему, говорит, так тепло абхазы относятся к нам. И вот в Лыхнах, говорит, это было до нашей войны, уже зрелый старик, очень под 90 лет, если не больше, когда узнал, кто я такой, он говорит: я тебе расскажу, говорит, то, что я слышал от старших. И вот такой сюжет, но очень интересный, вы его знаете. Была свадьба, говорит, в предгорном селе, которая находилась у перевала. И вдруг там шум, и юноша один забегает во двор к старику. Я так рассказываю коротко. Что случилось, говорит? За мной гонятся, меня хотят убить. А что ты сделал, говорит? Я убил человека, говорит, потому что он оскорбил, говорит, ударил плетью моего коня. Ну, говорит, он раз его на чердак, пищу, воду поставил и сидит. И вдруг видит издалека, идут люди, он ничего не понял. Смотрят, на бурке несут тело его единственного сына. Он встал, принял, и они все ему рассказали, что произошло. Мне, говорит, все дороги перекрыли, говорит, убийца никуда не уйдет. Трое суток его сын покоился, и каждый раз он вечером, когда все уходили, поднимался наверх и отдавал ему пищу и воду.
Один раз он поднялся, видит, тот хочет с собой покончить. Он говорит, ты что делаешь? Как это? Это невозможно, говорит. Ты, говорит, мой гость, я не позволю тебе, говорит. Я мог бы сразу это все сделать, ты видишь, говорит, нельзя. В общем, пристыдил его, и когда уже тело предали земле, он вышел, все дороги перекрыты, говорит. Но вот он вывел тайная тропа, которую знают очень немногие. Ты по ней уйдешь, говорит. Только, расскажи старшим, что было на самом деле. Атахт кенде хазармы. И дал ему на дорогу припасы. Осетию через дней 10-12. И когда его начали расспрашивать, собрался круг, старших представителей, говорят, мы должны туда отправиться вместе с тобой. И очень представительную делегацию, в общем, они прибыли в это село, и перед двором старика преклонили колено. И люди раз все собрались, и старик вывел, поднял, заходите в дом, говорит, вы мои гости. И когда старший начал говорить, я все понял, говорить много не надо. Я хочу вам сказать свое, старик абхазский. Вот этот юноша, с этого дня мой сын. И на этом наша вражда прекращается. Устроили, в общем, пир, скачки, все. И вот этот старик Абхазии, заканчивая речь, говорит, вот откуда, говорит, у нашего народа такое теплое отношение к вашему, к осетинам. Вот когда возьмешь, например, другую вещь, известный нардский эпос, да? Я, по-моему, тебе говорил уже, это Петр Казайд есть, осетинский нардовед, очень серьезный исследователь мифологии, Алан Чачиев. Вот у Казайда такая интересная вещь, что нардский эпос, если разделить на две части, кавказский нардский эпос, получается западно-кавказский эпос и восточно-кавказский, восточно-кавказский осетинский. Соединить получается Махабхарата. Но что древнее, Махабхарата или кавказский эпос, это уже дальнейшее исследование. Но что здесь очень интересно, что арии ушли на Деканский полуостров и так далее, и там та же культура присутствует, что и на Западном Кавказе, те же тамлехи, те же крамлехи, культура людей и неолита, и ранней бронзы. Я привожу эти факты, но это потому, что это говорит о генетическом и духовном родстве наших народов. А вот так, если просто взять, вот смотрите, очень интересно, вот здесь передо мной тоже лежит, вот смотрите, вот осетинский нардский эпос, осетинская мифология, извиняюсь, Тутыр, это тот же Айтар наш, покровитель, в общем, или Фалвар у них, скотоводство. Курдагалон – это тот же Айнаржи, то есть кузнец, небесный кузнец. Или по-абхазски уже покровитель кузнеча, скажем. Овсатый покровитель дичи, тот же наш Репша, о котором недавно говорили, Итхамаса. Ацамас – обладатель чудесной свирели, который заставляет плясать вокруг все, и природу, и людей. Это тот же Нардкетуан. Вот, видите, сколько этих Вастырджи. Вот они, это один из самых
великих покровителей Асенихова, они говорят, ему в честь него по сей день поднимают хох, то есть величавый тост. Тот же Аирки, абхазский, которого у абхазов, он покровительствует путникам, воинам и мореплавателям. Один к одному те же вот святилища. И вот я приношу благодарствие Всевышнему, что в Осетии начали восстанавливать свои древние святилища, насколько я знаю. То есть это возвращается, значит, традиционная религия. В духовном плане выше и чище ее ничего нету. Позднейшие религии, они просто закодированы, то есть они написаны в свитках, книгах и так далее при поднесении человечеству. А наша культура, она передавалась из устно, и поэтому больше воспринималась. И наши предки, я уже имею в виду вот осетин, абхазов, они мыслили сердцем. И поэтому дух их был непобедим. И я желаю всем нашим братьям, осетинам, то возрождение духа, которое сейчас мы хотим и должны хотеть, оно происходит. Да поможет нам всем великий Острожек.